Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. Туберкулез по-прежнему является собой глобальную угрозу человечеству. В мире свыше 10 миллионов человек сегодня болеют им. Это одна из 10 ведущих причин смерти, и в год погибает более 1 миллиона человек. Болезнь уносит больше жизней, чем любая другая инфекция. Гепатиты В или С, ВИЧ-инфекция, грипп и многие другие. По оценкам экспертов, палочкой Коха инфицировано 26% людей. То есть память об инфекции в виде латентного туберкулеза имеют более четверти населения всего земного шара. Несмотря на то, что современная эпидемиологическая обстановка в мире характеризуется сложностью и высокой напряженностью, в России последние годы отмечены значительными достижениями. Впервые за долгие годы смертность от туберкулеза низведена до национального минимума. Фтизиатрическая служба традиционно получает поддержку со стороны государства. Как сегодня обстоят дела в Якутии, мы поговорим с заместителем директора по медицинской части НПЦ «Фтизиатрия» имени Андреевой Анной Готовцевой. Добрый вечер, Анна Ивановна. Добрый вечер. Давайте сначала расскажем нашим телезрителям все-таки, чем занимается врач-фтизиатр. Кто этот человек? Врач-фтизиатр занимается профилактикой, диагностикой, лечением, диспансерным наблюдением больных туберкулезом. Также врач-фтизиатр проводит консультации, оказывает методическую помощь и врачам других специальностей по вопросам противотуберкулезных мероприятий. А сколько в Якутии насчитывается врачей по специальности фтизиатрии? В республике насчитывается около 150 врачей, фтизиатров. Это самое большое количество работает в нашей организации в НПЦ «Фтизиатрия», и во всех районах нашей республики. Выходит, что врач-фтизиатр, он является тем врачом, который закреплен в каждом улусном центре за центральной районной больницей и отвечает за профилактику и лечение туберкулеза на отдельно веренной территории. Я так понимаю, фтизиатрический участок. Совершенно верно, да. А вот есть ли какая-то закономерность появления болезни в том или ином районе и какая-то аналитика уже есть от коллег, которые работают на местах? Надо сказать, что по отчетным данным 2022 года у нас есть районы, я хочу их назвать, это 3 района, северные районы. Это Алайховский район, Анабарский район и Мумский район, где в настоящее время нету больных туберкулезом. Туберкулез распространен в крупных районах, в густонаселенных районах, где также отмечается и высокая миграция населения. Давайте все-таки тогда разберемся, откуда берется туберкулез и как он развивается. Возбудителем туберкулеза является всем известная палочка Коха или микобактерии туберкулеза. Туберкулез – это инфекционное заболевание. Человек заражается туберкулезом от больного человека туберкулезом. Также заражение может произойти и от животных крупного рогатого скота, которые тоже болеют туберкулезом. Но это в основном животноводы, ветеринары, те, кто ухаживает за скотом. Основным путем передачи является это воздушно-капельный путь, а также фекально-оральный путь, и контактный путь. Туберкулез попадает в организм человека при чихании, разговоре с больным человеком, на близком расстоянии, допустим. При попадании в организм человека микобактерии туберкулеза она начинает размножаться, и далее появляются симптомы заболевания. Это проходит, как правило, какое-то определенное время. Это не так быстро при туберкулезной инфекции. И далее человек заболевает. Может быть и другой путь. Когда микобактерия туберкулеза попадает в организм человека, но при этом, образно говоря, оно будет находиться в организме в таком в спящем состоянии. При этом человек не заболевает туберкулезом, и он будет считаться только инфицированным туберкулезными палочками.
Есть ли туберкулез только легких или других органов? Самой распространенной формой поражения туберкулезной инфекции являются, конечно же, легкие. Мы уже сказали, что потому что воздушно-капельный путь и через дыхательные пути. Но туберкулез поражает все органы и системы. Значит, как пишут в литературе, кроме ногтей, зубов и волос. Да, почти все органы подвержены заболеванию туберкулеза. Но если взять все-таки симптомы этой коварной болезни, потому что не всегда человек может даже заподозрить о том, что у него есть туберкулез. Вот на что нужно обратить внимание в первую очередь, и в каком случае уже необходимо сразу обращаться к фтизиатру? Значит, симптомы мы называем общие симптомы. Это общая слабость, такая немотивированная общая слабость, особенно во второй половине дня. Может быть какое-то повышение температуры тела, 37 с небольшим, да. Затем может быть потливость, значит, похудание, потеря аппетита, изменение настроения. Также есть специфические симптомы, которые зависят от того, какой орган поражен туберкулезом. Ранее мы говорили, что это легкие. Значит, будут такие симптомы, как кашель, длительный кашель, считается более 2 недель. Он может быть без мокроты, с мокротой. Иногда мокрота может быть с примесью крови. Может быть одышка, какой-то дискомфорт, да, значит, боли какие-то незначительные, как правило, в области грудной клетки при дыхании. При туберкулезе костной системы могут быть боли в пораженной костей или в суставе, припухлость может быть, ограничение движения в этом суставе. При туберкулезе кишечника могут быть боли в животе, нарушение стула, да. Туберкулез периферических лимфатических узлов, значит, увеличение лимфатических узлов, да, будет, и может быть какой-то дискомфорт, который доставляют пациента. Как вы все услышали, эти симптомы схожи и с симптомами других заболеваний. Поэтому значит, человек, когда заболевает, когда появляются у него такие симптомы, да, в первую очередь он обращается к своему участковому терапевту. Как правило, к фтизиатру никто не идет с этими симптомами. Да? Значит, участковый терапевт проводит обследование. И если у него появляется подозрение на туберкулезный процесс, то направляет пациента в наш противотуберкулезный диспансер. Как правило, так. Давайте попробуем тогда составить такой некий социальный портрет вашего пациента. Ведь если даже покопать любой форум и обсуждение, везде говорится, туберкулезом болеют только люди с низким социальным статусом и так далее. Но ведь мы знаем, что туберкулез может затронуть абсолютно каждого. Вот у кого есть в первую очередь риски и кто подвержен этому заболеванию. Да, вы абсолютно правы. Туберкулезом может заболеть каждый. Есть группа риска, так называемая. Да? Группа риска — это те заболевания, которые относятся к группе риска по заболеванию туберкулезом. Это такие заболевания, как, допустим, сахарный диабет, системные заболевания, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, да, неспецифические другие заболевания легких, ВИЧ-инфекция. Все эти пациенты, каждый у себя на терапевтическом участке, состоят в группе риска и обязательно должны ежегодно пройти флюорографическое исследование, чтобы не пропустить, своевременно выявить заболевание туберкулезом. Большинство пациентов, да, как сказали, это пациенты социально дезадаптированные. А врожденный туберкулез встречается? Врожденный туберкулез встречается. Недавно у нас был такой маленький пациент, который к нам попал с роддома. Надо сказать, что мама не знала, в период беременности, когда носила ребеночка, да, что она больна туберкулезом, узнала об этом только после родов. Мамочки, которые недавно рожали, подтвердят мои слова.
А сейчас в роддоме после родов всех родильниц значит, обязательно требуется флюорографическое исследование. И при этом, если выявляются изменения, туберкулез, ставится диагноз туберкулеза, то значит, женщина переводится в туберкулезную больницу на лечение, да, а ребенка значит, обследуют и берут под наблюдение. Насколько хорошо помогают прививки? Все в детстве получили БЦЖ, да, у многих остался шрамик, в первые 7 дней обычно ее получают, а эффект? Да, несомненно, прививки помогают. Долгое время прививка от туберкулеза БЦЖ, она была первой прививкой, которую, значит, новорожденный получал в роддоме. В настоящее время, согласно национальному календарю прививок, она является уже второй прививкой, да, которую ставят на 3-7 сутки в роддоме. Значит, постановка этой вакцины, прививки, она строго регламентирована, как по хранению, так и по методике постановки. Да, ее ставят, значит, специально обученный медицинский персонал. После прививки обязательно должен остаться рубчик. Значит, и по этому рубчику оценивают, да, какой значит, иммунитет у данного человека. Вот насколько помогает прививка? Перенесет, потом болезнь легче? Значит, после, вакцинацию, вот как мы сказали, ставят в роддоме после рождения, затем ставят ревакцинацию. Ревакцинацию ставят в 6-7 лет. Раньше, когда была, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в России, да, ревакцинацию делали аж 3 раза. 14 лет и 21 год. Но последние 2 ревакцинации в настоящее время, они, значит, отменены, да, в связи с тем, что у нас, значит, туберкулезной инфекции стало, меньше. Если, значит, после вакцинированные, значит, дети, они заболевают, если даже заболевают туберкулезом, то, значит, туберкулез у них протекает, значит, в такой легкой форме. Раньше, когда, значит, вакцину БЦЖ мы начали ставить в России с 1920 года, от 20-х годов, да, начали применять уже повсеместную вакцинацию БЦЖ вакциной. В царской России пока не было этой вакцины, да, то дети в основном заболевали тяжелыми формами, такими как туберкулезный менингит, туберкулез позвоночника. В настоящее время, значит, такие формы у детей почти не встречаются. Туберкулез бывает открытой и закрытой формы. В чем суть? Так называемая открытая форма туберкулеза, говорим в случаях, когда пациент выделяет микобактерии туберкулеза в окружающую среду. И этот пациент является эпидемиологически опасным для окружающих лиц. Как правило, значит, открытая форма туберкулеза встречается при туберкулезе легких. Также открытая форма может быть и при свищевой форме, допустим, лимфоаденита туберкулезного, да, или туберкулезного абсцесса мягких тканей. Правда, вот эти 2 свищевые формы, они в настоящее время встречаются редко. Закрытая форма, когда человек не выделяет микобактерии, но, как правило, это ограниченные процессы или же внелегочная форма туберкулеза, да, когда нету выделения микобактерий именно в окружающую среду. А есть связь с течением самой болезни, будь то открытая или закрытая форма по тяжести процесса? Или и там в целом? Значит, по тяжести процесса открытая форма, как правило, встречается, если есть, так называемые дырки в легких, да. Если дырки появились в легких, да, то это каверна называется, при распространенной форме туберкулеза, тяжелой форме туберкулеза, да. Но надо также отметить, что открытая форма туберкулеза у больного в начале выявления заболевания, да, в процессе лечения превращается в закрытую форму, когда, значит, заживают все эти каверны, значит, воспаление уходит.
Вот в самом начале вы сказали о том, что передается воздушно-капельным путем. Вот какой риск заражения? Потому что в том же самом автобусе у нас в Якутске с утра не протолкнуться, все дышат друг на друга, и тогда бы у нас все болели бы туберкулезом. Вот риски как можно оценить? Ну, об этом мы уже сегодня говорили, да, это вот люди, которых сниженный иммунитет, как правило, да, или же какие-то заболевания, которые относятся к группе риска заболевания туберкулезом, ослабленные лица, или, может быть, которые находятся в какой-то стрессовой ситуации и так далее. Как мы все знаем, что стресс, он снижает наши защитные силы. Заразиться в транспорте, когда вот, близко друг к другу стоим, да, рядом стоит больной человек туберкулезом, и он кашлянул, и не без маски, без ничего, да, конечно же, вдыхаем этот воздух, и таким образом вот попадают бактерии туберкулеза в организм человека. И есть всегда риск заразиться вот в транспорте. Но он уже более маловероятен, нежели да. чем, допустим, когда живешь с человеком в одной квартире. Как правило, да, это должен быть тесный контакт, или вот говорим семейный контакт, или же, если больной человек активно вот общается с кем-то, это могут быть друзья, могут быть коллеги по работе, у которых активное общение, близкое. 150 фтизиаторов, которые регулярно общаются с пациентами, как и положительными с точки зрения МБТ, так и отрицательными. Тем не менее, у них риск очень высокий. Как справляются врачи-фтизиатры с тем, чтобы не заболеть? Мы все наблюдаемся по 4-й группе диспансерного учета. Да, мы все состоим, на диспансерном учете. А также мы в год 2 раза проходим флюорообследование, в отличие от всех других лиц, да. И каждый фтизиатр, прислушивается к своему организму, да, если там появляются какие-то симптомы, сразу же, начинают обследование. Работники противотуберкулезной службы, да, болеют туберкулезом, к сожалению, да, но их не так много. К примеру, по итогам 2022 года в нашей организации никто не заболел. Хотя прошлые годы были, 1-2 человека в год. Старые фтизиатры говорили: не ходи к больному на голодный желудок. И мы, на всю жизнь запомнили эту заповедь. Надо кушать. Манту. Эту реакцию знаем мы все с детства. Да. Да, в школе регулярно проводится диагностика. Появились и новые методы диагностики, такие как диаскин-тест. Насколько реакция Манту, она сейчас является основополагающей при выявлении туберкулеза, и как интерпретировать ее результаты? Потому что все бегают с линейками, боятся: ой, у меня тут на 1 миллиметр больше, сейчас меня как закроют в туберкулезном диспансере. Реакция Манту, да, это скрининговый тест. Он выявляет инфицированность микобактериями туберкулеза. Может быть увеличен, проба Манту может быть положительной, если ребенок общался, контактировал с больным туберкулезом, и микобактерии туберкулеза попали в организм человека, да, и он инфицирован, об этом будет говорить. Также, он может быть положительный после вакцинации, после ревакцинации, да. Это нормальная реакция организма, говорит о том, что иммунитет сформирован, что и идет, есть антитела. Если мы исключаем и инфицирование, и поствакцинальный период, да, то можно подумать и о аллергическом фоне у ребенка. При гипераллергической реакции, это более 17 миллиметров, да, обязательно нужно пройти обследование у фтизиопедиатра. Прививки, вы уже упомянули, да, диаскин-тест. Диаскин-тест у нас применяется с 2009 года. Это полностью разработка российских ученых, который более специфичен
который выявляет именно инфицирование туберкулезом. Ну, более достоверен, чтобы лишний более раз тоже. достоверен. И значит, хочу также отметить, что в 2022 году по решению ВОЗ она признана одной из самых эффективных тестов выявления туберкулезной инфекции и рекомендована для применения повсеместно. Ну, просто вот я и сам как отец, и как врач считаю, что Диаскин тест, он более достоверен, более эффективен и лишний раз не позволяет человеку при ложной положительной диагностике посещать туберкулезные диспансеры и вот как раз там подхватить инфекцию. Да. То есть мы снижаем тем самым риск распространения внутри учреждения медицинского, когда люди туда приходят и получают медицинскую помощь. А есть еще какие-то способы узнать о ранней стадии болезни, ну, кроме вот МАНТУ и Диаскин тест? Значит, МАНТУ и Диаскин тест проводят, как правило, детям до 15 лет. Старше 15 лет всем возрастам проводят флюорографическое исследование. Флюорографическое исследование нужно проходить ежегодно, ведь при флюорографическом исследовании мы выявляем не только туберкулезные изменения в легких, да, но и другие заболевания легких. Допустим, такое заболевание, как онкологическое заболевание. Вот как раз хотел сказать, что и у меня в практике было, когда на ФЛГ обследовании были подозрения на онкологию, а потом они еще и подтверждались, к сожалению. Да. Значит, еще есть, ну, вы тоже говорили, что современные тесты другие, да, допустим, TB-спот, квантифероновый тест, да, при котором берется забор крови, и определяют антитела в крови. Но эти тесты дорогостоящие, их у нас в республике пока нет. А как сегодня лечат больных туберкулезом? Основой лечения пациентов является прием противотуберкулезных препаратов, да, или мы говорим химиопрепаратов. Первый химиопрепарат, противотуберкулезный препарат, начали применять в Российской Федерации в 1946 году. Как раз после того, как изобрели пенициллин, сразу следующий антибиотик это был стрептомицин. Затем, уже прошло более 50 лет, когда появились и начали применяться самые эффективные, и которые применяются и до сих пор препараты противотуберкулезные, это и тубазид и рифампицин. Наука, не стоит на месте, да, не прекращается работа по изучению, по исследованию в этом направлении. Но процесс этот мы знаем, что он трудоемкий, многоэтапный, да. И достаточно в последние длительный. годы, в плане лечения. Несколько лет нужно пройти, несколько этапов, да, доклинические, клинические испытания, разрешения. В последние годы у нас появились два новых противотуберкулезных препарата. Это бедаквилин и деламонид. В этом году у нас с 1 января вступили в силу новые клинические рекомендации по химиотерапии туберкулеза у взрослых. И вот этот новый препарат деламонид, он включен в схему лечения туберкулеза. Больные, химиотерапия пациентов туберкулезом проводится в зависимости от устойчивости микобактерий туберкулеза, которые именно находятся у него в организме, к противотуберкулезным препаратам. Да. Есть чувствительные формы туберкулеза, и есть устойчивые формы туберкулеза. Устойчивая форма туберкулеза – это когда микобактерия туберкулеза вырабатывает устойчивость препаратам. То есть препараты не действуют на данную палочку. С учетом этого назначается химиотерапия. Кроме приема таблеток, также применяют и другие методы. Да? Но есть радикальный метод, это хирургический метод, когда вырезали пораженный участок, да, удалили.
К слову, надо сказать, что наша фтизиохирургическая служба, вот тракальные хирурги наши, да, считаются одними из лучших на Дальнем Востоке. Применяют они все виды операций, которые сейчас пользуются у больных туберкулезом. И также у нас есть еще, проводим высокотехнологичную медицинскую помощь по тракальной хирургии и по травматологии и ортопедии. Ну и патогенетическая терапия, симптоматическая терапия. У нас, значит, в нашем центре есть, работают не только врачи-фтизиатры, да, но врачи других специальностей, такие как лор-врач, окулист, невролог, стоматолог, да. Потому что если больной открытой формой туберкулеза, как мы говорим, да, он не может обратиться в другую больницу, общесоматический стационар, да, потому что он является эпидемиологически опасным. Вот, поэтому вот вся помощь нашим больным именно организована вот у нас в нашем центре. По поводу детей. В Якутии есть отдельный детский туберкулезный санаторий. В целом очень хорошо развита детская фтизиатрическая служба. Каким образом происходит лечение детей? Детский противотуберкулезный санаторий занимается, значит, профилактикой детишек, инфицированных детей, да, или из групп риска. Это дети не больные туберкулезом, да, они там проходят оздоровительные, значит, мероприятия, может быть, получают какое-то профилактическое лечение, если родители больны туберкулезом и в настоящее время проходят лечение во взрослом стационаре родители, да, то дети проходят как раз-таки профилактическое лечение в санатории. Все больные туберкулезом дети, у которых выставлен диагноз туберкулеза, да, они проходят лечение в стационарных условиях. Детский стационар от 0 до 18 лет у нас в республике находится только вот в нашем центре. А в районах нету детских коек, да, в районах есть только взрослые койки для лечения взрослых больных. Но лечение детей тоже им применяем противотуберкулезные препараты, обязательно, да, применяем, потому что, это же инфекционное заболевание, без таких вот, противотуберкулезных препаратов, антибактериальных химиопрепаратов никак. Кроме этого, они у нас режим дня, сна, отдыха регулирован, да? У них хорошее шестиразовое питание, гуляют на свежем воздухе. Также у нас есть штат воспитателей, который занимается именно вот с детьми, да, развитием детей. Есть своя школа дистанционная. Дети даже сдают ОГЭ, ЕГЭ, да. И, мы считаем, что в период нахождения вот на лечении у нас дети, они не отстают от жизни, и от своих сверстников. Они у нас находятся одни, без родителей. Вот есть миф о том, что съешь собачий жир там, или еще и мясо, то сразу туберкулеза не будет. Вы верите в это? Это миф и не более. Собачатина, она никак не действует на микобактерии туберкулеза. Хочу сказать, что если вы имеете дома собаку, то... Не надо ее есть. Общение с своим домашним питомцем, да, оно приносит положительные эмоции. Потом прогулка с собакой на свежем воздухе, да, оно принесет больше пользы здоровью, чем кушать собачатину. Немного о статистике. Вот мы уже затронули, что в целом в мире идет снижение количества заболевших туберкулезом. Как обстоят дела у нас в республике, у взрослых, в детском населении? Надо сказать, что заболеваемость туберкулезом последние годы она идет на снижение. Но даже отметить нужно, что оно в разы снизилось по сравнению вот с 2000-ми годами, да, когда у нас был прямо высокий рост заболеваемости туберкулезом.
идет на снижение. Но вообще туберкулез это ну, такое волнообразное течение. Да? Сейчас вот пример в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, 2021 годом, да, она, может быть, немножко выросла. Но это вообще еще ни о чем не говорит, потому что эпидемический процесс, он и такой и есть, он всегда течет волнообразно. Но еще раз говорим, что общая тенденция идет к снижению. Как обезопасить себя? Какая профилактика лучше всего? Ну, есть специфическая профилактика, об этом мы уже сегодня говорили, да, это вакцинация. Всем мамочкам, да, хочу сказать, чтобы они не отказывались от вакцины, да, обязательно прививали детишек в роддоме БЦЖ вакциной. И есть неспецифические методы профилактики. Это здоровый сон, полноценное питание, ну и вообще такой позитивный настрой, значит, да, также занятие любимым видом спорта, ну, может быть, и не любимым, не обязательно спортом, да, но, может быть, просто ходьба, значит, гулять на свежем воздухе, ну, вообще такой активный образ жизни. Профессия врача-фтизиатра есть только вот в странах СНГ. Во всем мире занимаются или пульмонологи, или терапевты, или инфекционисты. Как вы думаете, с чем это связано? И какое пожелание, может быть, врачам-фтизиатрам в завершении нашей беседы вы бы хотели направить? Ну, это, наверное, идет еще с тех времен, когда у нас, ну, прямо, скажем, бушевала, да, туберкулезная инфекция. Было решение принято, значит, руководством страны, что нужны вот именно выделенные специалисты, которые будут заниматься проблемами, значит, туберкулеза, противотуберкулезными мероприятиями. Да? Ведь врач-фтизиатр, он, кроме того, как занимается, значит, ну, лечением, диагностикой, да, но и противоэпидемическими, частью противоэпидемических мероприятий же тоже занимается. Да? Допустим, он выявляет круг контактных лиц, контролирует проведение, значит, дезинфекционных мероприятий в очаге туберкулеза, да, в домашнем очаге туберкулеза. Да. Всю эту значит, цепочку мы называем, да, он контролирует, их наблюдает и так далее. Да. И также, значит, фтизиатры есть, допустим, ну, довольно узкие, допустим, при поражении костной системы, ну, занимаются травматологи-ортопеды, да, они у нас тоже имеются, но у них все равно есть узкая направленность, узкая специализация, скажем так, да, хотя они являются травматологами-ортопедами, да, но все равно они, значит, больше занимаются, разбираются именно вот туберкулезным поражением костной системы. Также и другие вот эти вот узкие специалисты. Ну, а молодым врачам, своим коллегам я хотела бы, ну, сказать, пожелать, да, чтобы они разговаривали с своими пациентами, выслушивали их внимательно, да, не зря говорили, что постановка диагноза, вот 50% успеха, если не больше, да, то это вот тщательный и грамотный сбор анамнеза. А при случае заболевания туберкулезом эпиданамнеза, потому что это инфекционное заболевание, да. Также, значит, ну, немаловажным фактором является также и, значит, беседа и с родственниками, с родителями, значит, больных детишек, да, чтобы был постоянный контакт. Вот, допустим, участковые врачи-фтизиатры, они вот у себя на участке всех своих пациентов знают, ну, как говорят, всю подноготную, да, от и до, чем, значит, занимается человек, чем дышит, да, какое у него окружение, какая семья и так далее. Просто вот специфика работы требует, чтобы фтизиатр знал и об этом тоже, потому что это важно для лечения пациента, для оздоровления, и, ну, и для профилактики. Также молодым, ну, фтизиатрам хочу пожелать, чтобы они советовались со своими старшими товарищами
коллегами по работе, да, ну и постоянно обучались, совершенствовались, потому что Век живи, да, век учись. наука не стоит на месте, все время двигается, идет вперед. Спасибо большое, Анна Ивановна, что вы подошли к нам сегодня в студию и рассказали очень интересную информацию о туберкулезе, о работе в целом фтизиатрической службы. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии была Анна Ивановна Готовцева, заместитель директора по медицинской части НПЦ «Фтизиатрия» имени Андреевой. И говорили мы как раз о туберкулезе, о том, как у нас обстоят дела в республике, как проводить профилактику и как не допустить распространения этой опасной болезни среди населения. На этом наша передача подошла к концу. Я напомню, что вы смотрели программу «Якутия Лайв», проект «Мой доктор». С вами все это время был Иван Луцкан. Хочу пожелать всем здоровья, хорошего настроения. И встретимся с вами по будням в 19 часов 15 минут и расскажем о том, чем живет Якутия. Всего доброго. До свидания.